Турники, брусья и рукоход. Вот без чего не представляют свою жизнь настоящие трейсеры и воркаутеры. Во Владикавказе прошли соревнования по уличным видам спорта. Жаркое соперничество разгорелось между командами паркура и воркаута. Сам этот баттл приурочен тому, чтобы привлечь молодежь к здоровому образу жизни и показать ребятам то, что на самом деле и паркур, и воркаут – это не так опасно, как это преподносит, как об этом говорят. То есть сегодня вы увидите то, что ребята уверены в каждом своем шаге. Артем Авакян – студент математического факультета. Как выяснилось, молодого человека привлекают не только точные науки, но и экстремальные виды спорта. Я занимаюсь воркаутом уже 4 года. Вот попутно стараемся делать мероприятия в нашем городе, заявляем о себе, о своей команде, о том, что вот у нас молодежь увлекается подобным видом спорта, развивается с каждым годом все лучше и лучше. Боремся с курением. Вот недавно было мероприятие, посвященное борьбе с курением, никотина нет. Вот сделали соревнования. Также сами не пьем, не курим, ведем здоровый образ жизни. Действительно, курящим здесь не место. Чтобы заниматься паркуром и воркаутом, необходимо обладать не только упорством, но и выносливостью. Ребята проводят на спортивной площадке до 6 часов в день. Результаты работы уже сейчас видны невооруженным взглядом. Это заслуживает аплодисментов, наверное, оваций. Люди, занимающиеся подобными тренировками, называют себя по-разному. Воркаутеры, уличные спортсмены, трейсеры. Ясно одно – нужно обладать недюжинной силой, чтобы выполнить хотя бы пару элементов из программы. Открытую воркаут-площадку построили год назад. За это время ряды уличных спортсменов значительно пополнились. Однако зимой ребятам по-прежнему негде заниматься. А для трейсеров имеющийся спортивный зал под открытым небом и вовсе не подходит. Как сказать, здесь достаточно тяжелая программа для паркура в плане того, что здесь не такого покрытия, не щадящее суставов. Но эта площадка, в принципе, построена только для воркаутеров. То есть тут может подкачивать мышечную массу, физическую подготовку. Также помогают воркаутеры в этом. Большинство элементов также связаны с воркаутом, именно поэтому мы тесно связаны друг с другом. Ребята надеются, что в ближайшее время паркур и воркаут официально обретут статус спорта. И, быть может, тогда на уличных атлетов обратят должное внимание, а чемпионаты начнут спонсироваться. А пока нерушимый энтузиазм ребят вознаграждается лишь скромными призами. Ангела Кубалова, Ирина Круглова, Осетия ТВ.